Наш фильм посвящен таинству крещения. Это самое первое таинство. Оно открывает человеку, поверившему во Христа, дверь в церковь. С этим таинством в традиции православной церкви соединено другое, самое короткое из всех. Оно длится всего около 1 минуты. Таинство миропомазания. Крещение – единственное таинство, которое в особых случаях может совершить не священник, а мирянин. Если человек, оказавшийся на смертном одре, пожелает креститься, а рядом не найдется священника, любой христианин может произнести слова: «Крещается раб Божий такой-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь», одновременно 3 раза погружая его в воду или окропляя святой водой. Так, перед самой смертью Окуджавы в парижском госпитале, когда священника звать было сложно, поэта крестила супруга, дав ему христианское имя Иоанн вместо революционного Булата. Впрочем, откладывать крещение до смертного часа не следует. В IV веке христиане спорили, в каком возрасте лучше принимать крещение. Некоторые откладывали крещение до старости, другие крестились в 30-летнем возрасте. Церковь устами святых отцов постановила, что чем раньше человек крестится, тем лучше. Главное, чтобы крещение было сознательным. Древней христианской практикой, сохранившейся до сего дня, является крещение младенцев. В случае крещения младенца исповедание веры за него произносят родители и восприемники. Крещение младенца отнюдь не является насилием над его совестью, как об этом говорят некоторые противники христианства. Пусть, мол, ребенок вырастет, а потом сам выберет, в какую церковь ему ходить. Мать ведь начинает кормить младенца, не дожидаясь, пока он повзрослеет. А духовная пища не менее необходима ребенку, чем пища физическая. Родители несут полную ответственность как за материальное благополучие своего ребенка, так и за его духовный рост. А потому верующие родители вскоре после рождения ребенка несут его в церковь, чтобы покрестить, миропомазать и воцерковить. Обрядом, предшествующим крещению, является наречение имени. Сегодня при крещении ребенка священник, как правило, повторяет имя, данное ему родителями. Но раньше на Руси имя выбиралось по святцам. Младенца называли в честь святого, день памяти которого приходился на день рождения или близко к нему. Языческие имена заменялись на христианские. Так, например, княгиня Ольга в крещении была наречена Еленой, князь Владимир – Василием, святые Борис и Глеб – Романом и Давидом. И сейчас, если взрослый человек носит нехристианское имя, ему дают новое, церковное. В наши дни имя – не более чем опознавательный знак, необходимый для того, чтобы отличить одного человека от другого. В древности дело обстояло иначе. К имени относились как к всеобъемлющему символу его носителя, его второму «я». О человеке говорили: каково имя его, таков и он. Своим избранникам Бог сам нарекал новые имена вместо прежних их имен.
нареченных людьми. Отсюда и обряд наречения имени в православной церкви. Имя нарекает священник как знак того, что ребенок становится Божьим избранником, членом Церкви Христовой. Получив в крещении имя святого, христианин призван подражать ему в своей жизни, подражать его подвигам и благочестию, а сам святой своим примером и своей молитвой помогает ему в этом. В память о том, что Господь Иисус Христос получил имя на 8-й день от рождения, и сегодня обряд наречения имени, предшествующий таинству крещения, совершается на 8-й день по рождении ребенка. Крестить детей принято на 40-й день по рождении. Хотя можно, конечно, крестить и раньше, особенно в случае опасности для жизни ребенка. На 40-й день после Рождества Дева Мария и Иосиф принесли младенца Христа в храм, чтобы исполнить закон Моисея и посвятить его Богу. 40 дней требовалось для очищения матери после родов. И это представление о послеродовой нечистоте перешло в христианскую церковь. В Библии понятие рождения неразрывно связано с понятием греха. В 50-м псалме говорится: «Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Но речь здесь вовсе не идет о греховности акта зачатия, как порой думают. Никакого антисексуального подтекста в Ветхом Завете нет. Напротив, была заповедь плодиться и размножаться, а наивысшим проявлением благословения Божия было дарование потомства. Речь в Библии идет о другом, о том, что от родителей каждому человеку достается в наследство не только все доброе, что было накоплено предками его от Адама и Евы, но и наклонность к греху и ответственность за грех. Именно поэтому, помимо рождения от плоти, необходимо рождение от воды и духа, каковым и является таинство крещения. Прообразом новозаветного крещения было действие, которое совершал Иоанн Предтеча. Ритуальные омовения с древних времен были в обычае у иудеев и служили символом духовного очищения. Но Иоанн стал совершать нечто иное. Он проповедовал покаяние и близость Царства Небесного, а приходивших к нему людей погружал в воды Иордана, чтобы в струях этой реки омывалась всякая телесная и душевная нечистота. Так Иоанн Креститель готовил людей к пришествию Христа. Некогда, выйдя из египетского рабства, народ израильский должен был перейти через Иордан для того, чтобы вступить в землю обетованную. На место этой великой духовной переправы и пришел Иоанн Креститель для того, чтобы приготовить людей к вступлению в Царствие Небесное. И Христос пришел к нему на Иордан для того, чтобы принять крещение от Него, но не потому, что нуждался в очищении, а для того, чтобы осветить воды реки Иордан своим божественным присутствием. Своим ученикам Христос заповедал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». При этом Он добавил: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». То есть важнейшее и непременное условие совершения таинства – вера. Поэтому ученики стали проповедовать и принимать в общину новых членов после подготовки – оглашения, то есть обучения основам духовной жизни.
древней церкви путь человека к крещению начинался с того, что он приходил к епископу, заявлял о своем желании стать христианином, и тот записывал его имя в списке оглашенных. Кандидаты в христиане Великим постом ежедневно слушали беседы по истории Ветхого и Нового Заветов. За каждого оглашенного поручался один из членов общины, подтверждая, что тот ведет жизнь честную и благочестивую. Такие поручители, восприемники, в просторечии их называют крестными, и сегодня участвуют в крещении. Присутствие крестных особенно важно при крещении младенца. Их прямая обязанность – воспитывать своего крестника в православной вере, обучать его основам духовной жизни и молиться о нем. Крестные становятся помощниками родителей младенца в деле его христианского воспитания. Сил небесная Твоя слава, Отца и Сына и Святаго Духа ныне и присно, и во веки веков. Благословен Бог всем человеком, хотя и спастись и в познание истины прийти, ныне и присно. По традиции восприемников бывает двое – мужчина и женщина. Во время совершения таинства они держат детей на руках и в нужные моменты на вопросы священника дают ответы за своего крестника. Крестный отец и крестная мать соединяются духовным родством с ребенком и друг с другом, поэтому в восприемники не годятся ни супруги, ни жених с невестой. Между родственниками нельзя заключать брак. Сегодня оглашением называется первая часть таинства крещения. Иоанн Златоуст описывает ее, используя знакомый всем византийцам образ покупки рабов. Когда мы покупаем рабов, говорит он, мы прежде всего спрашиваем их, хотят ли они оставить своих прежних хозяев и поступить к нам на службу. Точно так же Христос прежде всего спрашивает нас о том, хотим ли мы освободиться от власти дьявола и поступить к Нему в услужение. Платой же за приобретение нашей души является та цена, которую Христос заплатил своей кровью. В начале чина оглашения священник кладет руку на голову оглашенного, как бы беря его под крыло церкви, и молится об изгнании из него дьявола именем Иисуса Христа, подобно тому, как сам Господь повелевал демонам выйти из бесноватых. Отступи от созданий сих, и да не возвратишься, ниже таишься в них, ниже дострящешь их, или действуешь, не в ночи или в часе, или во дни, или в часе, или в полудни, но ты иди по свой тартар, да что уготован великого дня. В III веке христианской эры изгнанием бесов из оглашенных и одержимых занимался человек в особом чине экзорциста. В церковной иерархии он находился между диаконом и чтецом. Потом право запрещать злым духом окончательно перешло к священникам. Современным просвещенным людям экзорцизм может показаться пережитком Средневековья, а дьявола и бесов считают мифологическими персонажами. При этом, однако, многие не гнушаются посещением гадалок, колдунов, вещуней, верят в сглаз и готовы платить большие деньги за то, чтобы с них сняли порчу. Церковь всегда противостояла суевериям и всегда предостерегала людей от опасности стать жертвами темных сил. Имея в своих руках надежные средства защиты от злых сил, Церковь призывает людей не искать защиту от них на стороне. Злые силы, как говорится в молитве чина оглашения, сокрыты и гнездятся в сердце человека. И, как говорил Достоевский, сердце человека является полем битвы между Богом и дьяволом. Становясь членом церкви, человек вступает в эту битву, становится воином Христовым
и бросает вызов дьяволу и всем силам зла. Поэтому священник поворачивает новобранца лицом к западу, стороне духовной тьмы, и трижды спрашивает, отрекается ли он от сатаны. Отрицаешь ли сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служения его, и вся гордыня его? По призыву священника «И дуни, и плюни на него», принимающий крещение дует и символически плюет в сторону запада. Что означает это древнее действие, иной раз вызывающее улыбку у тех, кто присутствует при крещении? Ничто иное, как вызов, который христианин бросает всем силам тьмы. Он как бы говорит дьяволу: «Я не боюсь тебя, я презираю тебя, потому что со мною Бог. А где Бог, там не страшна никакая злая сила». Отныне злой дух не может больше вредить человеку, если только сам человек не откроет ему доступ в свое сердце через обращение к магии или через совершение тяжких грехов. Затем оглашенный вновь поворачивается к востоку, чтобы увидеть Христа и принести ему присягу, обещая хранить свою совесть в чистоте. Сочетоваешься ли си Христу? И веруешь ли Ему? Верую, яко царю и Богу. После этого принимающий крещение произносит символ веры, краткое изложение основ христианского вероучения. Священник облачается в белые одежды, образ новой жизни, принесенной на землю Иисусом Христом, и образ духовной чистоты. Начинается освящение воды, в котором отражено христианское представление о том, что материя – это не просто мертвое или пассивное вещество. Она не нейтральна по отношению к добру и злу и может быть носительницей Божией благодати. В воде зародилось все живое, и священник молится, чтобы крещальная купель стала источником духовного преображения для человека. Он вспоминает о том, как Христос погрузился в Иордан и просит, чтобы Господь осветил воду и сделал ее источником очищения от всех грехов для новокрещаемого. Потом священник обмакивает кисточку в елей и изображают ею на воде крест в память об оливковой ветке, которую голубь принес Ною, когда закончился всемирный потоп. Перед погружением человека крестообразно помазывают елеем радования. Как в древности борцы перед схваткой натирались маслом, так и крещаемый получает помощь в предстоящей борьбе. А кроме того, масло – это еще и символ света лампады, напоминание о словах Христа: «Вы – свет миру. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Крещается раба Божия Мария, во имя Отца и Сына и Святого Духа. При троекратном погружении в воду с призыванием имени Святой Троицы человек омывается от всех грехов, совершенных до крещения. Ему возвращается первозданная красота и чистота. Он омывается также и от той общей греховной наследственности, которая свойственна всем людям и которую в западном богословии называют первородным грехом. Но для того, чтобы быть полноценным христианином, очищения от греха еще недостаточно. Нужна особая сила Святого Духа, которая подается через миропомазание. Поэтому после того, как новокрещенный облачится в белые ризы и наденет нательный крест, священник совершает над ним таинство миропомазания. Он крестообразно помазывает лоб, глаза, ноздри, уши, рот,
руки, грудь и ноги человека миром, произнося при этом всего 5 слов. Печедра Духа Святаго. Печедра Духа Святаго. Печедра Духа Святаго. Печедра Духа Святаго. Слова священника означают, что новокрещенному даруется Святой Дух, тот самый, который сошел на апостолов в день Пятидесятницы. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Действие Святого Духа Церковь описывает так. «Все подает Дух Святой, источает пророчество, поставляет священников, неграмотных умудряет, рыбаков делает богословами, собирает собор церковный». Преображающее действие Духа Святого необходимо всей Церкви и всякому христианину, и подается оно через помазание миром. Еще во времена Исхода Бог повелел Моисею изготовить особый состав и помазать им походное святилище, скинию, а также ковчег завета и священников. Позднее, когда в Израиле появилась монархия, миром стали помазывать царя, сообщая ему духовные дары для управления народом Божиим. В христианстве миропомазание стало всеобщим достоянием. Апостол Петр говорит христианам: «Вы – царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, для того, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». В наши дни мира, состоящая из оливкового масла, вина и 40 с лишним сортов различных благовоний, готовится так же, как в глубокой древности. Раз в несколько лет его варят в специальной печи и освящают в Великий Четверг. В новое миро патриарх каждый раз добавляет немного старого, символизируя преемственность христианской традиции от времен апостольских до наших дней. Вслед за миропомазанием священник вместе с новокрещенным трижды обходит купель. При этом поются слова апостола Павла: «Те, кто во Христа крестились, во Христа облеклись». Торжественная процессия напоминает о ранних христианских временах, когда крещение было пасхальным таинством, а Пасха была празднованием крещения. О том же, собственно, напоминает и крестный ход на Пасху. В день Светлого Христового Воскресения Церковь считает своим долгом свидетельствовать об этом событии не только внутри своих стен, но и за их пределами, на улице, свидетельствовать перед лицом всего мира. Точно так же должен свидетельствовать о Христе каждый христианин. И крещальное шествие вокруг купели – напоминание о миссионерском долге каждого, кто принял святое крещение. «И приступ лесу с речением глаголя, дадесь мне всяка власть на небеси и на земли, шедше научите вся языки, крестящих во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащих блюсти вся, елико заповедах вам, и сеа с вами есть во все дни, до скончания века». Таинство крещения – это первая ступень восхождения души к Богу. Но если человек после крещения будет жить как язычник или неверующий, то он отлучит себя от Церкви и от Христа и лишится всех плодов таинства. Если же он устремится ко Христу и встанет на путь исполнения заповедей Божиих, то благодать Божия, полученная им в крещении как семя, будет в нем прорастать и приносить добрые плоды.